Здравствуйте, в эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Юрий Осипов. Бывший первый заместитель главы Верхоянского района обвиняется в превышении должностных полномочий. Как сообщает Следственный комитет, по итогам проведения открытых аукционов в ноябре 2019 года между администрацией Верхоянского района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт по завершению строительства школьного арочного спортзала в селе Чурюмча. В декабре обвиняемый внес заведомо ложные сведения в официальные документы о приемке работ на полную стоимость контракта. Отмечается, что при этом обвиняемый знал о том, что наружные и внутренние стены теплого перехода из школы в спортивный зал выполнены из деревянного каркаса, тогда как в акте о приемке выполненных работ указано, что стены перехода возведены из шлакоблоков. Вследствие индивидуальному предпринимателю были переведены деньги в сумме около 12 миллионов рублей. Тем самым бюджету муниципального образования нанесен ущерб на сумму свыше 680 тысяч. Вместе с тем, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и в полном объеме возместил причиненный ущерб. На данный момент расследование уголовного дела завершено, а материалы дела направлены в суд. Воспитатель интерната обвиняется в сексуальном насилии в отношении воспитанников учреждения в Якутии. Об этом сообщает Следком. Возбуждено уголовное дело, и сейчас он взят под стражу. По данным следствия, педагог в помещении интерната совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних воспитанников. Преступления вскрылись лишь после самовольного ухода воспитанников из интерната и совершения ими угона машины. После их обнаружения в ходе беседы они сообщили сотрудникам полиции причину ухода из учреждения, рассказав о поведении педагога и о своем нежелании дальнейшего нахождения в интернате. Преступления вскрылись лишь после самовольного ухода мальчиков из интерната и совершения ими угона автомашины. После их обнаружения в ходе беседы мальчики сообщили сотрудникам полиции причину ухода из учреждения, рассказав о поведении педагога и о своем нежелании дальнейшего нахождения в интернате. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначены и проводятся медицинские, комплексные, психолого-психиатрические, генотипоскопические, компьютерно-техническая судебные экспертизы. По ходатайству следователя мужчина взят под стражу на время производства следственных действий. Расследование продолжается. Полицейские выявили факт использования подложных документов в Якутске. По информации регионального МВД установлено, что 21-летний водитель предъявил полицейским подложное водительское удостоверение. Также у него был выявлен отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина с признаками подделки. Документы были изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что документы выполнены обычной плоской офсетной печатью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Полицейские раскрыли кражу из частного дома в Алданском районе. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный проник в ее дом и похитил 40 тысяч рублей. Подозреваемым оказался безработный 29-летний житель Алдана. Как установлено, мужчина, находясь в гостях у потерпевшей, обратил внимание, что женщина доставала из сумки деньги. Покинув дом, мужчина решил вернуться и совершить кражу. Убедившись, что хозяйка ушла из дома, он выдавил оконное стекло и проник внутрь. Там без труда отыскал сумку, из которой и украл деньги. Половина похищенной суммы изъята у подозреваемого. Часть денег он успел потратить. У жительницы Хангаласского района мошенники украли 145 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил об угрозе хищения денег с ее банковской карты. При этом предупредил, что ей позвонит сотрудник правоохранительных органов. Далее последовал еще один звонок, где ей объяснили ситуацию и попросили следовать инструкциям сотрудника службы безопасности банка. Поверив, женщина выполнила все указания звонившего и по его просьбе пошла в банкомат, обналичила деньги и перевела по 15 тысяч рублей на разные якобы страховые ячейки. Когда лжесотрудник банка попросил снять деньги из других ее банковских карт, у женщины возникли сомнения, и она прервала разговор. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.